С вами на связи Московский музей космонавтики, тот самый, который находится в основании монумента покорителям космоса. И сегодня для вас я проведу экскурсию под названием «Утро космической эры». И начнем мы с вами с первого искусственного спутника Земли. И именно с него начинается космическая эра, и запущен он в космос 4 октября в 1957 году. Спутник облетел нашу планету Земля 1440 раз, но в первые 2 недели полета с помощью своих 4 антенн он мог передавать сигналы на Землю. А на Земле сигнал с такого спутника можно было услышать по обычному радиоприемнику. Через 3 месяца спутник потерял свою скорость и сгорел в плотных слоях атмосферы. Но, однако, доказал всему нашему человечеству, всей нашей планеты Земля, что дорога в космос теперь открыта. И после запуска первого спутника наши ученые начали думать о том, как бы в космос запустить человека. Ну, конечно, в то время это было сделать невозможно, и поэтому космос изучали наши меньшие друзья – это собаки. Всего до полета в космос человека было запущено 48 собак. И самая первая космическая путешественница – это собачка Лайка. А тут перед вами находится макет второго искусственного спутника Земли. Именно на борту него находилась первая космическая путешественница, собачка Лайка. Лайка находилась внутри специального герметичного контейнера, в котором были созданы все условия жизнеобеспечения, устройств подачи пищи и кондиционирования воздуха. Мы с вами знаем, что спутники на Землю не возвращаются, а перед вами спутник. То есть возвращение собачки Лайки не планировали с самого начала. Нашим ученым нужно было узнать, как невесомость действует на живой организм. Изначально Лайка в космосе должна находиться около недели. Почему? Настолько рассчитана система ее жизнеобеспечения. Но что происходит на самом деле? Стенки контейнера во время полета нагревались, внутри было жарко. И, к большому сожалению, собачка Лайка погибает примерно на 6-м часу полета от перегрева. Лайка настоящая героиня. Ценой своей жизни Лайка доказала всему человечеству, что в будущем в космос может полететь человек. Но тогда нашим ученым предстояла еще одна тяжелая задача – научиться возвращать живые организмы обратно на Землю. И вот самые первые собаки, которые из космоса вернулись живые, здоровые и невредимые, это собаки Белка и Стрелка. И сейчас мы с вами на них посмотрим. А здесь перед вами настоящий чучело самых знаменитых собак. Это собачка Стрелка, Белка и настоящий катапультируемый контейнер. Белка и Стрелка полетели в космос в августе 1960 года, и вместе с ними в космос полетела целая команда. Это были крысы, мыши, клетки даже нашей с вами человеческой кожи. Белка и Стрелка облетели на космическом корабле-спутнике нашу планету Земля 17 раз, после чего они удачно вернулись обратно на Землю. Возвращаются собачки Белка и Стрелка на Землю с помощью специального катапультируемого контейнера. Между прочим, в нашем Московском музее космонавтики он подлинный. Вы можете посмотреть на вмятины. Этой частью контейнера происходило столкновение с Землей, и эти вмятины образовывались. Ну что, не переживайте то, что в нашем музее настоящее чучело, потому что после возвращения Белка и Стрелка живут очень долгую, счастливую, знаменитую жизнь. Они даже путешествовали по всему миру, были настоящими звездами. У Стрелки после полета было 2 раза потомство, и одного щенка Стрелки подарили жене американского президента Жаклин Кеннеди. Ну что, Белку и Стрелку мы с вами в космос отправили, они вернулись удачно, здоровые и невредимые, после чего мы узнали, что в космос теперь может и полететь по такой же системе человек. Но наш главный конструктор Сергей Павлович Колев сказал, пока после Белки и Стрелки подряд не будет 2 удачных запуска с собаками, в космос человек не полетит, несмотря на то, что была большая гонка за космонавтику между Советским Союзом и США. Поэтому после Белки и Стрелки в космос полетела сначала Чернушка, после Чернушки Звездочка, все было удачно, и поэтому уже 12 апреля в 1961 году наша с вами страна отправит первого космонавта планеты, конечно, все мы его знаем, это Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 год. Советский Союз на космическом корабле «Восток» отправляет первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. В Московском музее космонавтики есть полномасштабный макет спускаемого аппарата космического корабля «Восток». Космический корабль «Восток» полетел в космос с помощью ракеты-носителей. Между прочим, 3-я ступень ракеты-носителя «Восток» была сделана именно в Воронеже. Все время полета Гагарина, это самый старт до самой посадки, составляет 108 минут. Именно на космическом корабле «Восток» в космос летали наши первые 6 космонавтов. Это Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский. Ну и, конечно, 6-м космонавтом Советского Союза станет первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Между прочим, Валентина Терешкова – это первая и единственная женщина в мире по сей день, которая в космос летала одна. Целых 3 дня одна Валентина Терешкова находилась в космосе. Все остальные женщины-космонавты летали в компании с экипажем, то есть с другими космонавтами. И все космонавты, кто летал на Востоке в космос, внутри космического корабля находились в специальных скафандрах. И такие скафандры мы сейчас с вами посмотрим.
И здесь перед вами скафандр СК-1 системы вентиляции открытого типа. Между прочим, это не просто скафандр, а скафандр самого Юрия Алексеевича Гагарина. Но если говорить честно, в этом скафандре он в космос не летал, но именно в нем он готовился к своему первому полету. Для чего же нужен скафандр космонавта? Давайте представим, если происходила утечка кислорода из космического корабля, допустим, какая-то авария, гермошлем закрывался у космонавта, и космонавту напрямую в скафандр поступал кислород с помощью такого устройства жизнеобеспечения. А скафандр герметичный, из скафандра кислород никуда не выходил. Сразу бросается в глаза это яркий оранжевый цвет скафандра. И это не просто так. Ведь Гагарин мог приземлиться в любой точке нашей планеты, за ним полетели на вертолете, чтобы его спасти, найти. И в таком цвете Гагарина было обнаружить намного легче на траве и, допустим, даже на снегу. Ну и самый главный вопрос посетителей Московского музея космонавтики: для чего космонавтам на рукаве нужно зеркало. Посмотрите, какой шлем у космонавта, мощный, большой. И, конечно, наш космонавт не может обернуться и посмотреть назад, либо поднять голову наверх. Давайте представим. Космонавт катапультируется на расстоянии 7 километров от Земли. У него открывается парашют. Нужно посмотреть, насколько правильно открылись стропы у парашюта, а голову поднять наверх он не может. Поэтому он делает руку так и смотрит через зеркало, что находится наверху. Либо делает руку так и смотрит то, что находится сзади. Это как в машине зеркало заднего вида. Ну что, мы с вами посмотрели наши первые космические полеты. Ну давайте вспомним. Ведь те космонавты, кто летал в космос на Востоке, в космосе за пределы космического корабля не выходили. А первым в космос вышел также наш с вами космонавт Алексей Архипович Леонов. Это было 18 марта в 1965 году. И входит он в космос в специальном скафандре, который называется «Беркут». В нашем музее он тоже есть. Давайте на него посмотрим. А тут перед вами скафандр «Беркут». В логичном скафандре 18 марта в 1965 году Алексей Архипович Леонов покидает пределы космического корабля и оказывается в открытом космическом пространстве. Скафандр «Беркут», в отличие от СК-1, уже белого цвета. Это не просто так, это своеобразная теплозащита. Давайте представим, мы с вами выходим в открытое космическое пространство. И, допустим, на ладошку солнце светит. Здесь температура достигает примерно плюс 150 градусов. При этом, с другой стороны, температура минус 150 градусов. И, конечно, мы все знаем, что если на солнце положить два предмета, черный и белый, черный всегда нагревается сильнее. И чтобы скафандр не нагревался, скафандр светлого белого цвета. Алексей Леонов вышел в космос на 12 минут и 9 секунд, после чего он вернулся обратно в космический корабль, и в космическом корабле его ждал командир корабля Павел Беляев. То есть к этому времени появился новый многоместный космический корабль «Восход». Дорогие друзья, если вы хотите знать о космосе все, подписывайтесь на странички Музея космонавтики ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. А с вами на связи был Московский музей космонавтики. Всего доброго, до новых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр, и с вами на связи Московский музей космонавтики. И сегодня мы с вами поговорим про первый полет человека в космос. Все вы знаете, что это было 12 апреля в 1961 году. В космос полетел наш с вами космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток». И здесь перед вами находится полноразмерный макет спускаемого аппарата космического корабля. Такие космические корабли были одноместными, их всего было 6 запусков, то есть 6 космонавтов летало на космическом корабле «Восток». Это Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский. Ну и, конечно, шестым космонавтом станет первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Между прочим, Валентина Терешкова — это единственная женщина во всем мире, которая в космос летала одна, и она одна в космосе внутри корабля провела целых 3 дня. Все остальные женщины-космонавты в мире летали в компании с экипажем. Что это значит? То есть с другими космонавтами. И сейчас мы с вами более подробно разберем первый полет человека в космос. Скафандр называется СК-1 система вентиляции открытого типа, и это не просто скафандр, а настоящий скафандр Юрия Алексеевича Гагарина. Но если говорить честно, в этом скафандре он в космос не летал, но именно в этом скафандре он готовился к своему полету. Получается, он тренировочный. Для чего нужен был скафандр нашему космонавту? Если происходила утечка кислорода, то есть разгерметизация космического корабля, гермошлем закрывался, и кислород поступал напрямую в скафандр космонавту и спасал жизнь. Также сразу бросается в глаза это яркий оранжевый цвет скафандра. Для чего это нужно? Ведь космонавт мог приземлиться в любой точке нашей планеты, и, конечно, космонавты должны были искать на вертолете. И в таком цвете его обнаружить было намного легче. Ну и самый главный вопрос наших посетителей: для чего космонавту в рукаве нужно было зеркало. Посмотрите на конструкцию шлема. Космонавт не мог в таком шлеме обернуть голову, либо посмотреть наверх, либо посмотреть назад. Поэтому он делал руку так и спокойно смотрел то, что находится сзади. Например, когда космонавт приземлялся, открывались стропы парашюта, нужно было посмотреть, насколько правильно открылись стропы. Космонавт делал руку так и смотрел то, что находится у него наверху. Вот такие скафандры использовали первые 6 космонавтов. 12 апреля 1961 год. На стартовом столе космодрома Байконур находится ракета-носитель «Восток» с космическим кораблем «Восток», где находится наш космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Запускаем двигатель нашей ракеты. Ракета полетела в космос, но топливо в первой ступени заканчивается, поэтому она отделяется. Дальше открывается головной обтекатель, топливо второй ступени закончилось, отделяется. Дальше третья ступень, и космический корабль уже находится на первой космической скорости,
8 километров в 1 секунду. Все время полета Гагарина — это 108 минут. Это время от самого старта до самой посадки. Но как же происходило возвращение нашего космонавта? Когда космический корабль «Восток» возвращался на Землю, он разделялся на две части. Это спускаемый аппарат, где находится наш космонавт, и приборно-агрегатный отсек. Приборно-агрегатный отсек на Землю не возвращается. Он полностью сгорает в плотных слоях атмосферы. А вот спускаемый аппарат имеет специальную тепловую защиту, поэтому он с легкостью преодолевал плотные слои атмосферы, несмотря на то, что температура на поверхности была достаточно высокой. Когда оставалось 7 километров до Земли, из спускаемого аппарата космического корабля «Восток» катапультировалось кресло вместе с нашим космонавтом. Дальше открывался парашют, после чего космонавт отделяется от кресла и приземляется отдельно на парашюте, отдельно от космического корабля. Спасибо, друзья, за ваше внимание. И теперь, внимание, вопрос. Все мы с вами знаем, какой позывной был у Юрия Алексеевича Гагарина. Это «Кедр». А кто из вас знает, какой позывной был у Сергея Павловича Королева? Пишите в комментарии, ставьте лайки. Спасибо за ваше внимание. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр, с вами на связи Московский музей космонавтики. И сегодня мы с вами поговорим про виды скафандров, которые используются и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. Перед вами скафандр СК-1, система вентиляции открытого типа. Такой скафандр использовался Юрием Алексеевичем Гагариным при полете в космическом корабле «Восток». Этот скафандр относится к типу аварийно-спасательных. То есть для чего он нужен? Если в космическом корабле происходила утечка кислорода, или, говорить правильно, разгерметизация космического корабля, гермошлем закрывался у космонавта, и кислород поступал напрямую в скафандр с помощью такого устройства жизнеобеспечения, а скафандр герметичный, из скафандра кислород никуда не выходил и спасал жизнь космонавту. Второй тип скафандров — это скафандр для выхода в открытый космос, и сейчас мы с вами рассмотрим скафандр «Беркут». А здесь перед вами скафандр «Беркут». Такой скафандр использовался впервые для выхода человека в открытый космос. Скафандр «Беркут» уже не оранжевый, он белого цвета, и это нужно для теплозащиты. Что это значит? То есть, когда вы выходите в открытый космос, если, допустим, солнце светит, температура с этой стороны примерно плюс 150 градусов. Поэтому с другой стороны, где солнца нет, там температура примерно минус 150 градусов. Конечно, мы с вами все знаем, если на солнце положить два предмета, черный и белый, черный нагревается всегда сильнее. Чтобы скафандр не нагревался, он белого цвета. Так же, как видите, здесь есть зеркало, чтобы космонавт мог посмотреть назад. Ну и, конечно, одной из задач Леонова при выходе в открытый космос была посмотреть на Солнце, поэтому в шлеме вы видите специальный защитный светофильтр с серебряным покрытием. А также скафандр имел специальный фал-трос, с помощью которого велась связь между командиром космического корабля и космонавтом, который выходит в открытый космос. Ну что, друзья, здесь перед вами аварийно-спасательный скафандр «Сокол». Такой скафандр космонавты используют при полете на космических кораблях «Союз». Предпосылкой создания такого скафандра стала трагедия в 1971 году. Тогда полетели на станцию «Салют» 3 космонавта – Волков, Добровольский и Пацаев. На станции космонавты работали 22 дня. Конечно, были сложности в работе. Но когда космонавты возвращались, в «Союзе» раскрывается клапан, который должен, по идее, открыться на Земле. Происходит утечка кислорода, то есть разгерметизация космического корабля. И космонавты возвращаются на Землю мертвыми, потому что у космонавтов в то время не было скафандров. И, в принципе, не было на первых 11 союзах. И после этого случая в космос наша страна совсем не летала 2,5 года, но потом нашу космическую программу восстановили, но ввели вот такие в обращение скафандры. Как видите, скафандр «Сокол» космонавт держит в руке специальный чемоданчик. Многие школьники думают, что в таком чемоданчике есть лекарства, вода. На самом деле там вентилятор. Для чего он нужен? Ведь когда космонавт находится в скафандре, скафандр герметичный, и космонавт становится просто жарко. Представьте, пока он дойдет до космического корабля, доедет. И поэтому температуру внутри скафандра охлаждает специальный вентилятор. Как только космонавт садится в космический корабль, систему вентиляции в космос он с собой не берет, потому что скафандр полностью присоединен к системе корабля. А здесь перед вами более новый совершенно скафандр «Орлан-Д». Если говорить честно, это не самая последняя модель скафандра. Сейчас космонавты используют «Орлан МКС», но принцип работы у них похож. Здесь также используется костюм водяного охлаждения. Это костюм синего цвета в данном скафандре, и по нему проходит множество маленьких трубочек. Космонавты в последней модели скафандра работают примерно 8 часов без какого-либо отдыха. Плюс есть еще час аварийного запаса. Достаточно сложная работа у космонавта, поэтому в скафандре достаточно высокая температура, ведь скафандр получается термос для нашего тела, и когда температура высокая, по трубочкам циркулирует охлажденная вода, и температура внутри скафандра она охлаждает. Если космонавты работают на Солнце, у космонавта есть специальный защитный светофильтр, здесь видите он золотого цвета, но это не просто золотой цвет, это настоящее золотое напыление. Друзья, если вам понравилось наше видео, я был рад для вас работать. Если вам все понравилось, жмите лайк, и, конечно, напоследок у меня есть к вам вопрос. Как вы думаете, что делают космонавты, когда у космонавта чешется нос в открытом космосе в таком скафандре? Спасибо за внимание.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр, с вами на связи Московский музей космонавтики. Я сегодня расскажу, как в космос попадают космонавты. Для того, чтобы полететь в космос, нам нужна большая, мощная, высокая, красивая ракета. На самом верху ракеты находится космический корабль с космонавтами, а под кораблем находятся баки, необходимые для топлива. Желтый бак — это керосин, синий бак — это кислород. Еще ниже находятся двигатели. Двигатели баки для топлива называются правильно ступень, и всего их 3. Первую ступень космонавты называют морковками, всего их 4. Дальше идет самая высокая, 2-я ступень, а под кораблем находится самая маленькая, 3-я ступень. Во время старта мы запускаем сразу первые 2 ступени. Что это значит? То есть из них начинает расходоваться топливо, и ракета летит в космос, пытается покинуть наше земное притяжение. Но топливо в морковках заканчивается намного быстрее, чем во 2-й ступени. Поэтому морковки отделяются и падают на Землю. Но помните, во 2-й ступени топливо еще есть, поэтому она продолжает работу и выводит наш космический корабль за пределы нашей атмосферы. Как только мы прошли атмосферу, топливо заканчивается во 2-й ступени, она отделяется и также падает на нашу планету, планету Земля. Дальше начинает работу самая маленькая, 3-я ступень. Она хоть и маленькая, но очень важная. Она должна придать скорость нашему космическому кораблю вокруг Земли. Ту самую первую космическую скорость 7,9 километра в 1 секунду. До космоса наша ракета летит недолго, всего лишь 9 минут. Но за 9 минут от нее ничего не остается, кроме космического корабля, в котором находятся наши космонавты. Ну что, вот прошло 9 минут, и наши космонавты оказались в космосе на космическом корабле. Перед вами находится космический корабль «Союз», и он состоит из 3 частей. Самая верхняя часть называется бытовой либо орбитальный отсек. Ниже находится спускаемый аппарат, а еще ниже приборно-агрегатный отсек. Во время взлета, когда космонавты находились внутри ракеты-носителя, космонавты находились внутри спускаемого аппарата. Но до орбитальной станции космонавты летят 6 часов. 6 часов 3 космонавтам здесь будет некомфортно и неудобно. Поэтому, как дополнительное пространство или дополнительная комната, у них есть бытовой отсек. Они открывают люк, переходят в отсек и ждут там стыковки с орбитальной станцией, на которой проживут минимум 6 месяцев, то есть полгода без возвращения на Землю. И теперь, внимание, к вам вопрос. Космонавты, когда летят в космос, они берут с собой из дома так называемый индикатор невесомости. Напишите в комментариях, что же они берут из дома и что такое индикатор невесомости, понятие космонавта. А я с вами не прощаюсь, всем вам желаю космического здоровья и астрономических успехов. С вами был Московский музей космонавтики. Если понравилось видео, ставьте лайки. До новых встреч! Здравствуйте, друзья! С вами на связи Московский музей космонавтики. Меня зовут Александр. Мы с вами находимся в базовом блоке орбитальной станции «Мир». Сейчас в космосе орбитальной станции «Мир» уже нету. В космосе совсем другая станция под названием МКС, Международная космическая станция. А станция «Мир» была в космосе чуть-чуть раньше, с 1986 года по 2001. В 2001 году станцию «Мир» затопили в Тихом океане. Сейчас в космосе станция МКС, и это примерно 1/15 ее часть. Что мы здесь видим? Здесь видите каюту космонавта и спальный мешок. Космонавты спят не как мы с вами на кровати, диване. Они спят в специальных мешках. Но многие из вас думают, что космонавты спят стоя. Но так в космосе сказать нельзя. Ведь в космосе нет такого понятия верх-низ, пол, потолок. Почему? Потому что в космосе космонавты не ходят, как мы здесь с вами, по полу. Они в космосе летают. То есть мы спокойно можем подлететь на потолок, перевернуться к нему ногами, и потолок превращается в пол. Также может быть пол здесь, здесь, где, в принципе, где угодно. То есть в космосе верх-низ такого понятия нет. Поэтому по всей станции есть специальные поручни, с помощью которых космонавты передвигаются по станции. То есть можем спокойно подлететь, как мы говорим, на Земле, на потолок, и там будет находиться рабочая поверхность. А здесь перед вами космический туалет, или, правильно говорить, ассенционное устройство. Космонавты не пользуются в космосе при использовании туалета ремнями. Там есть специальный поручень, где находятся ноги в поручень вставляете, за чего космонавт может спокойно себя держать. Также туалет работает по принципу пылесоса. А здесь перед вами находится много-много различных ящиков. На них написано СПП. Это суточный прием питания космонавта. Один ящик космонавту рассчитан ровно на 1 день. Но если космонавт захочет открыть 2-й ящик, конечно, в этом никто ему не откажет. Почему? Потому что космонавты все время полета не должны терять, либо не набирать собственный вес. Почему? Потому что у космонавтов есть специальные ложементы. Это такая форма, которая выливается по гипсовому слепку спины космонавта и помогает космонавту при перегрузках. Перегрузка космонавта при полете сегодня это 4 единицы, 4G. Что это такое? То есть возьмите свой вес, умножьте его на 4, и такая сила будет действовать на вас. А вот максимальная перегрузка была 21 единица. Это Макаров и Лазарев. Представьте, примерно для взрослого человека это сверху положить 1,5 тонны. И, конечно, космонавт такую перегрузку выдерживает. Почему? Во-первых, самое главное, что есть у космонавта, это годы тренировок за его спиной. Во-вторых, это, конечно же, ложементы. То есть, если космонавт поправляется, либо худеет, ложемент космонавту уже, в принципе, не подходит. Вот так вот космонавты живут полгода, и здесь вы видите также стол для приема пищи нашего космонавта.
Стол достаточно умный, он может разогревать пищу до температуры плюс 60 градусов. Но космонавты сегодня тюбики не используют. Сегодня космонавты используют больше сублимированную пищу. И, кстати, вопрос. Друзья, как вы думаете, почему космонавты в космосе, когда садятся на стул, они садятся не как мы с вами привыкли спинкой назад, а спинкой вперед? Жду ваши ответы в комментариях ниже. А здесь перед вами аквариум. Очень многие люди интересуются, действительно был в космосе аквариум. Это действительно так. Только он был намного меньшего размера, и в космосе жили наши земные маленькие рыбки-гуппи. Почему гуппи? Потому что они живородящие. То есть мы могли смотреть, как на потомство действует невесомость. Жили рыбки-гуппи в космосе 2 недели, после чего их вернули на Землю, и у них было потомство. Но у потомства очень стал плохо образовываться пузырь, с помощью которого рыбка плавает на Земле. Вот так на них повлияла невесомость. А здесь перед вами находится главный пост управления станцией. Из этого поста можно было стыковать космические корабли. Вообще, в принципе, стыковать космические корабли можно с Земли, из Центра управления полетами, из станции, из самого космического корабля непосредственно. А там, видите, переходной отсек, можно было перейти либо в другой отсек, либо уже стыковать космический корабль. А на этом мы с вами не прощаемся. Всем вам мы желаем космического здоровья, астрономических успехов. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Ну, конечно, жду встречи в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Московский музей космонавтики. Меня зовут Александр. И сегодня я вам расскажу про космических собачек. Наверняка все из вас слышали такую кличку, как Белка и Стрелка, но мало кто из вас помнит такую собачку, которую звали Лайка. Лайка — это самая первая космическая путешественница, полетела в космос на 3 ноября в 1957 году на втором искусственном спутнике Земли. На самом деле история про собачку Лайку достаточно грустная история, потому что у Лайки, грубо говоря, был билет только в один конец. Перед вами находится спутник-2, именно на борту него находилась первая космическая путешественница. Лайка находилась внутри специального герметичного контейнера, в котором были созданы все условия жизнеобеспечения. Мы с вами знаем, что спутники на Землю не возвращаются, к большому сожалению, и возвращение собачки Лайки не планировали с самого начала. Нашим ученым нужно было узнать, как невесомость действует на живой организм. Изначально Лайка в космосе должна прожить около недели. Почему? Настолько была рассчитана система ее жизнеобеспечения. Но что происходило на самом деле? Стенки контейнера нагревались. Внутри было достаточно жарко, и, к большому сожалению, собачка Лайка погибает от перегрева примерно на 6-м часу своего полета. Лайка — настоящая героиня. Ценой своей жизни Лайка доказала всему нашему человечеству, что в будущем в космос сможет полететь человек. Нашим ученым предстояло еще решить одну важную задачу — научиться возвращать живые организмы обратно на Землю. И самые знаменитые собаки — это Белка и Стрелка, которые вернулись обратно из космоса живые, здоровые и невредимые. В Московском музее космонавтики вы можете увидеть настоящее чучело самых знаменитых собак — Белку и Стрелку. А вот полетели в космос Белка и Стрелка 19 августа в 1960 году. Вместе с ними была целая команда. Это были крысы, мыши, клетки нашей человеческой кожи. Белка и Стрелка облетели нашу планету 17 раз, примерно за 25 часов, потом удачно вернулись на Землю. Не переживайте, все было хорошо после полета у Белки и Стрелки. Долгая, счастливая, знаменитая жизнь. Некоторые даже шутили над ними и говорили, что после возвращения их настолько любят, что кормят только докторской колбасой. Между прочим, у Стрелки после полета даже было потомство, щенки, и одного щенка Стрелки подарили жене американского президента Жаклин Кеннеди. Между прочим, в Московском музее космонавтики находится настоящий подлинный катапультируемый контейнер, с помощью которого Белка и Стрелка вернулись обратно на Землю. Как вы это можете понять, на передней части контейнера находятся вмятины, которые были сделаны, когда контейнер соприкасался с Землей. А теперь, внимание, вопрос. Для первых орбитальных космических полетов подбирали именно собак-девочек. Как вы думаете, почему? Пишите нам в комментарии. Ну, конечно, мне будет очень интересно узнать, есть ли у вас свои домашние животные, как их зовут, и хотели бы вы их отправить в космос. С вами был Московский музей космонавтики. Я ни в коем случае не прощаюсь. Всем вам я говорю до новых встреч. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки под видео. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр, с вами на связи Московский музей космонавтики. И сегодня мы с вами поговорим про первый выход человека в открытый космос. Это было 18 марта в 1965 году. Алексей Архипович Леонов первый в мире выходит в открытое космическое пространство в скафандре, который называется «Беркут». Аналогичный скафандр вы можете видеть, и он белого цвета. Это не просто так, это своеобразная теплозащита. Когда вы выходите в открытый космос, на той части, где солнце светит, там температура достаточно высокая, примерно плюс 150 градусов. С другой стороны,
специально солнце не светит, и там температура примерно минус 150 градусов. И чтобы скафандр не нагревался, скафандр светлого цвета. Также вы видите здесь специальный фал, с помощью которого происходило соединение с космическим кораблем. Для чего это нужно было? Во-первых, это велась связь с командиром космического корабля Павлом Беляевым и космонавтом, который выходил в открытый космос, Алексеем Леоновым. Ну и, конечно, этот фал помогал крепиться к космонавту. Ведь если вы никак не будете закреплены в космическом пространстве, вы можете нечаянно оттолкнуться и полететь, допустим, и стать искусственным спутником Земли очередным. Это не нужно было, поэтому космонавт держался с помощью такого фала за космический корабль. Также вы видите зеркало, как это было в первых скафандрах, для того, чтобы космонавт мог посмотреть назад. Ведь конструкция шлема этого не позволяла сделать космонавту. А теперь давайте посмотрим более подробно, как Алексей Леонов выходил из космического корабля с помощью специальной шлюзовой камеры «Волга». В нашем музее вы можете увидеть дубликат шлюзовой камеры «Волга», находится здесь перед вами. Как это происходило? Изначально такая камера находилась в сложном состоянии. Перед тем, как космонавты в нее проходили, надували специально аэробалки. Что такое аэробалки? Давайте представим, что в детстве мы с вами наверняка все надували такие длинные-длинные воздушные шарики. Вот эти шарики находятся за тканью, ну помним, называются не воздушные шарики, а аэробалки. Они придавали устойчивость камере. Потом камера наполнялась воздухом, космонавты открывали люк. Космонавт Алексей Леонов в нее проходил, люк закрывал, спускал давление, после чего открывал люк сверху и оказался в открытом космосе. В космосе Алексей Леонов провел 12 минут и 9 секунд, после чего он начал возвращаться обратно в космический корабль. Наверное, также вы слышали, что возникли трудности. Скафандр называется так, что Алексей Леонов не стал помещаться в люк. Как вы думаете, как нужно правильно проходить такую камеру? Вперед ногами или вперед головой? Конечно, вперед ногами, чтобы закрыть за собой люк. Но Алексей Леонов не стал теряться, прошел, как было не положено по инструкции, вперед головой. В этой камере перевернулся, закрыл за собой люк, после чего он вернулся обратно в космический корабль, в котором его ждал командир корабля Павел Беляев. А теперь, внимание, вопрос. Все мы знаем, что Алексей Леонов в первую очередь для нас космонавт. Но также у Алексея Леонова был еще один замечательный талант. Кто из вас знает какой, пишите в комментариях. А также, если вам понравилось видео, ставьте лайки. И спасибо вам большое за ваше внимание. Всего доброго! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Московский музей космонавтики. Меня зовут Александр, с вами рубрика «Просто о космосе». И сегодня мы с вами поговорим про ракеты, точнее, про их историю. И прошу вас пройти за мной в ракетный парк. А здесь перед вами ракета-носитель «Спутник». Эта ракета сделана на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Изначально баллистическая ракета Р-7 предназначалась для военных и боевых целей. На самом верху ракеты Р-7 находилась ядерная боеголовка, и она могла унести ее на расстоянии примерно 8000 километров. Но Сергей Павлович Королев, наш главный конструктор, мечтал более о мирных целях, о космосе, и поэтому он подумал, почему бы на самом верх ракеты вместо боеголовки не поместить первый искусственный спутник и отправить его в космос. Такой опыт оказался удачным, наша страна в космосе стала первой, но Сергей Павлович Королев начал задумываться о том, что в космос отправить человека. Но мощности такой ракеты, чтобы в космос полетел человек, просто не хватит. Нужно было добавлять ступень. И что такое ступени, мы с вами разберемся на примере ракеты-носителя «Восток». А здесь перед вами ракета-носителя «Восток». И мы с вами разберем, что же такое ступени. Здесь их три. Вот первая ступень. Первую ступень космонавты называют морковками. Вторая самая высокая, третья самая-самая маленькая. Ступени — это, грубо говоря, баки для топлива, это керосин и кислород, и двигатели. Когда запускаем двигатель ракеты, мы запускаем сразу первые две ступени. Из них начинает расходоваться топливо. Топливо в морковках заканчивается быстрее, поэтому морковки отделяются и падают на землю. Дальше продолжает работу вторая ступень. Когда она израсходует свой ресурс, она также отделяется и вернется к нам на землю, на территорию Алтайского края. Третья ступень придаст космическому кораблю первую космическую скорость. Это 7,9 км в 1 секунду. И получается 9 минут от ракеты ничего не остается, кроме космического корабля. Здесь мы с вами разобрали пример ракеты-носителя «Восток». Здесь мы с вами разобрали пример ракеты-носителя «Восток». А теперь давайте посмотрим, чем же «Восток» отличается от ракеты-носителя «Союз». А здесь перед вами макет ракеты-носителя «Союз». Чем же отличается ракета-носитель «Союз» от ракеты-носителя «Восток»? У «Союза» появляется система аварийного спасения. Что это такое? Здесь видите систему аварийного спасения в натуральную величину. Грубо говоря, это та часть ракеты, которая спасает жизни нашим космонавтам. Как это работает? Ракета работает на жидком топливе, это керосин и кислород, как вы помните, а вот система аварийного спасения работает на твердом топливе. Твердое топливо всегда срабатывает намного быстрее. К примеру, порох — это твердое топливо.
Так вот, давайте вспомним, что на самом верху ракет находится космический корабль с нашими космонавтами. Здесь находится примерно 270 тонн топлива, керосина и кислорода. И вот как только система дает сбой, что наша ракета может взорваться, система аварийного спасения как бы выдергивает наш космический корабль и уносит на безопасное расстояние, примерно 3-4 километра от места старта. Ну, конечно, у наших космонавтов полет должен закончиться хорошо, и наши космонавты сегодня летят на орбитальную станцию. Но как же орбитальные станции попадают в космос? Для этого существует специальная ракета, называется она «Протон». Давайте про нее тоже поговорим. Сегодня в космосе находится Международная космическая станция. Ее длина более 100 метров, масса более 400 тысяч килограммов. И, конечно, такую станцию в космос доставляют частями с помощью ракеты-носителя «Протон». Также на самом верху находится часть орбитальной станции, но здесь совсем используется другое топливо. Если в «Востоках» и «Союзах» использовался керосин-кислород, тут используется несимметричный диметилгидрозин и азотный тетраоксид. Это очень токсичное топливо, поэтому таких ракетах в космос люди не летают. На них летают только либо крупные большие спутники тяжелого класса, либо уже части орбитальных станций. Друзья, теперь вопрос. Сколько раз срабатывала система аварийного спасения и сколько раз она спасала жизни нашим космонавтам? А я с вами не прощаюсь. Всем вам говорю до новых встреч. Спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Всего доброго.